Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. Слаженно и эффективно. Я считаю, сегодняшние сборы, так можно сказать, это очень успешные, нужные, необходимые. Кадыров побывал на показательных выступлениях командиров спецподразделений войск Национальной гвардии. 14 лет новой Конституции Чечни. Оргкомитет обсудил детали празднования знаменательной даты. За чистоту и порядок. В республике продолжается массовый субботник. В Международном учебном центре сил специального назначения в Гудермесе прошел третий день практического семинара с участием командиров спецподразделений войск Национальной гвардии. На месте присутствовал и глава республики. Гостям показали тактико-специальную подготовку в горно-лесистой местности. Тему продолжит Алхазур Керимов. Приветствуем, с приездом вас. Надеюсь, вам нравится у нас. Да они просто даже не хотят уезжать отсюда. Вот это самое главное, не уезжайте, вы такие люди нам нужны здесь. Командиры спецподразделений войск Национальной гвардии за эти дни успели ознакомиться с некоторыми методиками и наработками чеченских силовиков. Сегодня им демонстрируют разведпоисковые действия в горно-лесистой местности. Группа обнаруживает и уничтожает условного противника. Впервые в занятиях задействованы боевые баги чеченской разработки «Чаборск». Они оказывают огневую поддержку с помощью автоматических станковых гранатометов и пулеметов. В ходе боестолкновения один сотрудник условно получает ранение, и для его эвакуации задействована авиация Росгвардии. Мы здесь показали эффективное применение баги. Они как молниеносно могут появляться, перекрывать огнем и также молниеносно уходить. Работа нашей специальной группы, эффективная работа вертолета, доставка раненого, эвакуация раненого, то есть целый комплекс вопросов. Операция разработана детально и проходит за считанные минуты. Идея проведения семинара с командирами спецподразделений на базе Международного учебного центра именно в Чечне принадлежит руководству Росгвардии. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы Рамзана Кадырова и Сергея Меликова. Самый лучший отряд. Дай Аллах вам долгих лет счастья. Силовики ознакомились с преимуществами военной авиации. Командир экипажа рассказал о возможностях обвесного вооружения. Вертолет модернизирован с учетом особенностей военных действий в подобных ситуациях, как в горно-лесистой местности, так и на равнине. Каждая доработка секретна. Целью ее является не уничтожение объекта, скажем так, а пресечение деятельности, остановка транспортного средства, предупредительный огонь, минимизация ущерба, скажем так. Ну, то есть наша задача не, скажем, можем уничтожить, но основная задача стала захватить, задержать. Самое интересное, что они сами это придумали. Сами придумали, вот это все поставили, изобрели. Экипаж также показал, как с помощью вертолета легко перенести баги в район предстоящих боевых действий. Такая транспортировка сыграет большую роль на качество многих спецопераций. Рамзан Кадыров отметил, что Международный учебный центр создан с учетом всех необходимых условий для военной подготовки. Огромное достижение – производство нового чеченского боевого баги, который так эффективно может сработать при любых сложных спецоперациях. Продемонстрировали, как могут эффективно это все использовать. То, что мы делаем правильно. И то, что сегодня здесь находится Национальная гвардия, и то, что есть заинтересованность, это говорит о том, что на Кавказе, в частности, на территории Чеченской Республики, все под контролем, и любые поставленные задачи командующим национальным, верховным главнокомандующим, не используя других сил, средств, мы сами можем решить задачу любой сложности. Лучше не может быть. Поэтому я благодарен судьбе, что мы можем, так скажем, делать то, что необходимо, или участвовать, или иначе частично, можно сказать, есть в этом деле. Это самое нужное, что без потерь. И если человек получил ранение, вывести его, чтобы мы не потеряли боевого друга, товарища, брата. И для этого в первую очередь надо готовиться к этому и готовить людей. Мы теряли людей, правильно не могли оказать первую помощь. Поэтому сегодня у нас и медицина здесь, и техника есть, и оружие. Эта местность
для этого полностью соответствует любой сложности, любой задаче. И горной части, и лесное направление, тактический город. Я счастлив, что я могу быть полезным для тех людей, которые обеспечивают безопасность нашего государства. Решением директора Федеральной службы, главы республики вот состоялся такой семинар с командиров специальных подразделений Росгвардии. Очень поучительно. Здесь просто будет прекраснейший учебный центр для всех сил специального назначения. Я вам скажу, что он размещен на такой территории, которая позволяет выполнять все задачи, фактически все задачи, которые выполняют подразделения спецназа. Причем на высоком именно методическом уровне. Здесь очень хорошие профессионалы-инструктора. Здесь думающие, болеющие за свое дело люди. Я думаю, что такой семинар, он безусловно полезен и войскам Национальной гвардии, полезен и руководству данного учебного центра. Я думаю, что мы, конечно, взаимодействие будем продолжать. То, что создали Национальную гвардию, это приветствуем, но есть одно. Верховный главнокомандующий будет ставить задачи командующей Национальной гвардии, Росгвардии сложные. Поэтому я считаю, сегодняшний сбор очень успешный, нужный, необходимый. Ну, в первую очередь они будут узнавать друг друга поближе. Мы методику пишем именно исходя из той ситуации, которые у нас бывали. Поэтому это очень много сделано Данилом Васильевичем, заместителем командующим Национальной гвардии по Чеченской республике. И я считаю, что проведенный сегодняшний семинар или так далее, это очень много даст для общего дела и не только Национальной гвардии, и плюс всех людей, которые хотят делать добрые дела. Доброе дело – это выполнить приказ и обеспечить безопасность. Насколько серьезно это, но важно это только знает человек, который берет в руки оружие и стоит на страже. Когда у него есть желание, патриотизм, это одно. А если есть техника, если есть условия, это совсем другое. Поэтому условия надо создавать. Глава республики также отметил заслуги инструкторов, не раз доказавших, что в военных вопросах они разбираются. Я уверен, что одна из лучших подразделений будет Национальной гвардии в мире, и мы этим заинтересованы. Я считаю, что один из лучших условий создано. У нас сформирована уже структура, абсолютно взаимодействие со всеми структурами есть. Они все друг друга знают, и плюс это для нас мы усилили. Знаешь, вот, и значимость сегодня вот этой структуры это высокая, поэтому абсолютно у нас никаких проблем нет. У них база есть, люди знают друг друга, мы оснащаем. Да, я закупил сейчас технику бронированную для подразделений, которые выполняют специальные задачи. У нас есть полки, батальоны, входящие в Национальную гвардию высокого уровня, и поэтому я считаю, что их надо побольше использовать, чтобы шайтаны не думали, что возможно проникновение на территорию России или где-то совершать там, знаешь, террористические там акты. Надо нападать, а не ждать. Они готовятся днем и ночью. Данил Мартынов, будучи еще помощником, занимался этим и потихоньку там вошел в структуру Национальной гвардии. Поэтому у нас абсолютно никаких проблем нет. Я считаю, что командование Национальной гвардии это понимает во главе Виктора Васильевича Золотова. И мы готовы. Оно создано уже, тут ничего создавать не надо, оно создано и действует. Слаженность и эффективность чеченских силовиков оставили приятные впечатления у гостей. Они выразили уверенность, что создание международного учебного центра станет огромным шагом в боевой подготовке спецподразделений России. Это будет, наверное, самый уникальный центр в стране, это однозначно, может быть, даже в мире, потому что я лично в своей практике аналогов даже не слышал, что были такие центры подобного уровня. Поэтому все, что здесь увидено, конечно, вызывает просто восторг. Люди, которые просто все это задумали и воплощают в жизнь, я считаю, что имеют, наверное, огромный опыт и стараются развить подразделения специального назначения, которые будут, наверное, на самом высоком уровне. Удивил масштаб, во-первых, центра специального значения. То есть я сомневаюсь, что у нас в стране есть такие объекты. Вот, поэтому нужно стремиться, чтобы у нас таких же объектов было как можно больше, чтобы личный состав подразделений специального назначения была возможность готовиться на объекты как не только здесь,
в Чеченской Республике, так и на всей территории Российской Федерации. Прежде всего удивили масштабы. Еще раз было приятно удивлены, что данные баги, которые вот сейчас демонстрируются здесь, они производства Чеченской Республики. С боевым багги Чабурс командиры успели подружиться. Они лично ознакомились с преимуществами чеченской разработки. Практический семинар для силовиков прошел плодотворно. Впрочем, завтра еще один день, насыщенный тренировочными задачами. Алхазур Керимов, Булат Баканаев, Дани Хавкаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Уже вечером глава Чечни дал торжественный ужин для участников практического семинара командиров спецподразделений войск Национальной гвардии. Рамзан Кадыров поздравил присутствующих с успешным завершением семинара, отметив, что это не последний подобный образовательный курс на базе Международного учебного центра сил специального назначения. По его словам, подобное взаимодействие не только позволит повысить квалификацию бойцов, но и наладить дружеские и деловые отношения среди подразделений Росгвардии. Мы очень рады, что такой важный практический семинар проводится в Чеченской Республике. Особенно приятно, что нам есть чем поделиться, что рассказать и показать. Вы имели возможность убедиться в том, что вопросам подготовки подразделений сил специального назначения мы уделяем исключительно серьезное внимание. Результаты хорошо известны. Думаю, что вам понравился и Международный учебный центр сил специального назначения. Ничего подобного в нашей стране никогда не было. Почему мы занимаемся его строительством? Только слепой и глухой может не видеть и не слышать все, что происходит в мире. Постоянное брецание оружием развертывание сил США и западных стран у наших границ не дает права закрывать глаза на угрозу миру и стабильности. натовские батальоны маршируют в Прибалтике. Да, мы не хотим войны. Именно поэтому обязаны быть готовы к ней в любую минуту. Пользуясь присутствием в этом зале командиров подразделений специального назначения войск Национальной гвардии России, хотел бы также обратить внимание на огромное значение воинского братства. Вы имели возможность познакомиться, обменяться контактами. Теперь нужно поддерживать друг с другом связи, помогать друг другу, обмениваться опытом. Войска Национальной гвардии России под командованием генерала армии истинного патриота России Виктора Золотова должны стать элитой вооруженных сил Отечества. В реализации данной задачи особая роль принадлежит и вам. Я желаю вам и всему личному войск Национальной гвардии России успехов и удачи во имя нашей великой Родины России. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Виктору Золотову, что он направил вас, и дал возможность нам встретиться и, так скажем, обучиться тем нужным делам для защиты нашего Отечества. Удачи всем! Только, наверное, тот человек, который прошел все в своей жизни, я имею в виду именно борьбу с терроризмом, борьбу с экстремизмом, тот, который привел республику к таким показателям. Наверное, только он мог воплотить замысел строительства такого международного учебного центра. У вас подобрана прекрасная команда инструкторов, и я думаю, я выражу мнение всех участников сборов. Большое спасибо за подбор именно такого и руководства центра, и именно инструкторов. Это все профессионалы, люди, прошедшие, имеющие огромный и боевой опыт, и жизненный опыт. Здесь же Юрий Бабкин поблагодарил руководство Чеченской Республики за организацию практического семинара. Также отметил высокий уровень подготовки инструкторского состава. От имени руководства войск Национальной гвардии они были награждены благодарственными письмами. Торжественный вечер скрасили и артисты чеченской эстрады. Чечня готовится отметить 14-летие со дня принятия Конституции Республики. О том, как идет подготовка к 23 марта, говорили на заседании оргкомитета, который провел спикер парламента Магомед Даудов. Выставки, встречи, форумы и концерты, праздничные акции запланированы во всех районах. В школах пройдут тематические классные часы. Особое внимание будет уделено людям, которые помогали в подготовке и проведении референдума, а также работали над проектом Конституции. Основное торжество состоится в Грозном с участием многочисленных гостей из других регионов.
Устранение нарушений в сфере землепользования. Итоги промежуточной работы подвели сегодня в парламенте. На встречу пригласили глав администрации районов и мэров городских округов. Результаты мониторинга показали, что из 1200 самовольно возведенных домов в 942 случаях нарушения устранены. А с коммерческими участками, которые использовались без правоустанавливающих документов, эти нарушения устранены полностью. Магомед Даудов призвал собравшихся ускорить работу. Чечня вышла на большой субботник. Города и районы республики поделены на секторы. Вице-спикер парламента Салман Закриев, за которым закреплен Ленинский район столицы, обсудил ход субботника с префектом и руководителями организаций и ведомств. Они обсудили вопрос обеспеченности участников субботника техникой и инвентарем. Этим займется строительная фирма «Арт». В ходе встречи также напомнили, что владельцы бесхозных земельных участков будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом, вплоть до лишения прав собственности. И в продолжение темы в Аргуне и Шилковском районе на субботник вышли более 400 человек, сотрудники различных организаций и ведомств. Вместе с жителями они очищают территорию от мусора и сухостоя. К добровольцам присоединилась и наша съемочная группа. Грабли, метла, много шуток и хорошее настроение. На этот субботник жители Аргуна и вправду вышли как на гуляние. У женщин всегда есть что обсудить, но и мужчины не остаются без общих тем. Единственное отличие от обычной прогулки в том, что на улицах после этих людей становится еще и заметно чище. Учителя, воспитатели, врачи и чиновники – всех их объединяет одно – желание сделать свой город чистым и приятным. Пока мужчины заняты вырубкой сухостоя, вывозом мусора, женщины подметают улицы, красят бордюры и белят деревья. Впрочем, присоединиться к массовому субботнику может любой желающий. Например, я. Вывоз мусора, покраска бордюров, побелка деревьев, покос травы – это лишь малая часть проведенных работ. Только с начала месячника чистоты здесь появилось 250 новых саженцев. موسر شیعجی وعیه جلوم دعته اکچی رمزان سه چی و دادیش دلع ایزا شی و مخ شی بال بلند دلع شد دل کویر شلون دل صهور شرع وینی که اول شلو صو تکریه شده ما نیست خوش برمیه ارگونیا و دی بیشی دو چهره دل پچات ادیلن عمر و خوش دی دو دل قربان ثانی. Национальную традицию белхи поддерживали и местные жители. Не отстает и Шилковской район. Сотрудники учреждений с утра наводят чистоту. Прекрасная половина, как полагается, белит и красит, а мужчины делают обрезку деревьев и сжигают сухостой. Массовый субботник в республике продлится до конца месяца. Хавая Дива, Алиюн Умаров, Мансур Саев и Ислам Расуев. Новости. Общественное движение «Народный фронт за Россию» презентовал экологические проекты 2017 года. Один из них – «Генеральная уборка». Представляет собой интерактивную карту свалок. Теперь каждый житель может самостоятельно указать несанкционированные свалки, сопроводив их фото или видеоматериалами. Все запросы обрабатываются, затем направляются в компетентные органы. На интерактивную карту Чечни нанесено 7 объектов. Эксперты также представили проект по защите лесов от вырубки. Цель – создать общественный экологический контроль и привлечь внимание властей к нелегальным вырубкам и коррупции. На данный момент по России создано 70 региональных групп. Мы здесь сегодня рассказали
представителям, учащимся техникума, как пользоваться с интерактивной доской, интерактивной картой «Генеральная уборка», как выступать, если выявили нарушение, рубку незаконную лесов. Поэтому мы пытаемся тоже как-то общество заинтересовать тем наведением порядка в нашем общем доме. Во встрече приняли участие и депутаты чеченского парламента. В беседе со студентами вуза они вспомнили события 14-летней давности, когда в регионе прошел референдум по проекту Конституции. Народные избранники призвали молодежь не забывать о значении этого дня. О внедрении новых технологий в работу неотложки говорили участники научной конференции в Грозном. Представители Российского общества скорой медицинской помощи и чеченского Минздрава обсудили нынешнюю ситуацию в работе скорой, время прибытия врачей, условия транспортировки пациентов и работу диспетчеров. Специалисты Центра медицины катастроф Минздрава России поделились опытом в обслуживании тяжело пострадавших. Затронули также вопросы кадрового обеспечения неотложек. Инновационные технологии в современном здравоохранении имеют очень большое значение, так как позволяет оптимизировать и улучшать качество оказания медицинской помощи. Будут и рассмотрены другие моменты. Это и слежение за скорыми, за передвижением машин, внедрение современного инновационного оборудования, которое может помочь врачам как в диагностике, так и в оказании наиболее востребованной первичной помощи этим пациентам. Правоохранители задержали очередную группу мигрантов, незаконно проживающих на территории Чечни. Такие люди зачастую занимаются нелегальным бизнесом или просят милостыню на улицах, говорят в полиции. С нелегальной миграцией связан и оборот психотропных веществ. Продолжит Луиза Андиева. Попрошайничество, почему занимаетесь? Не занимаемся. Это уже последняя группа нелегальных мигрантов, которых задержали чеченские правоохранители в Гудермесском районе. Как говорят в полиции, в прошлом году здесь зарегистрировано несколько преступлений с участием нелегалов, что создает криминогенную обстановку в регионе. Теперь задержанными будут заниматься миграционные власти. Сегодня в Гудермесском районе были проведены профилактические мероприятия с целью выявления лиц, занимающихся попрошайничеством. Данные лица были замечены, когда занимались бродяжничеством и попрошайничеством. В отношении них составлены соответствующие административные материалы. По данному факту ведется разбирательство. В своих объяснениях данные лица указывают, что проживают на территории Республики Дагестан, и частные таксисты их перевозят на территорию Чеченской Республики с целью вышеуказанной целью попрошайничества. Участковые сейчас доставляют в отдел полиции нарушителей общественного порядка. Многие из них занимаются попрошайничеством и, более того, принуждают к этому своих несовершеннолетних детей. 50 человек уже вывезены за пределы республики. Сотрудники ГИБДД тем временем совместно с группой быстрого реагирования проверяют автотранспорт, въезжающий в регион. Привлечены и кинологи. Правоохранители говорят, что нелегальная миграция напрямую связана с оборотом психотропных веществ и ввозом нелицензированной алкогольной продукции. Поэтому административная граница – это еще и щит перед контрафактом. Поведение этого человека полицейским показалось подозрительным. Выяснилось, что под капотом спрятаны упаковки спиртного. Изъятая спиртная продукция будет уничтожена, а рейды продолжены. Луиза Андиева, Шамиль Саламов, Луиза Юнусова. Новости. Коротко о других событиях этого дня в рубрике «Экспресс-новости» расскажет Розана Цымаева. В Доме печати выдали 60 генетических паспортов родственникам без вести пропавших в период военных действий на территории Чечни. Поиск этих людей продолжается уже долгие годы. В настоящее время в розыске в органах внутренних дел по республике находится 5000 человек. В Грозном завершился третий финальный этап республиканской олимпиады по избирательному праву. Здесь сошлись 4 команды. В ходе интеллектуальных баталий победу одержал патриот из Шилковского района. Финалисты смогут принять участие в работе избирательной комиссии на президентских выборах 2018 года. Многоликий Златоуст. Выставка декоративно-прикладного искусства под таким названием открылась в Национальном музее. Здесь представлено более 100 произведений челябинских мастеров, среди которых панно «Сердце Чечни» из латуни и золота и декорированные коллекционные сабли. Выставка продлится до конца месяца.
В Грозном пройдет первый в истории Чечни чемпионат России по автомобильному кроссу. Сегодня состоялось очередное заседание оргкомитета. Трасса примет более 50 участников. Это как начинающие пилоты, так и асы гоночного дела из различных городов. Соревнования пройдут на автодроме «Крепость Грозная» 26 марта. Известный журналист Саид Магомед Баширов представил широкому зрителю книгу «Чеченская рулетка». Издание вобрало в себя мысли автора и исторические события. Многие критики отметили богатое содержание труда и назвали его литературным памятником истории нашего народа. В основу книги легли царские времена и известные события 90-х. В этом году это первое публицистическое издание, выпущенное под руководством Союза писателей региона. Мечеть имени Рамзана Кадырова в городе Шали уже скоро откроет свои двери для верующих. Строительные работы практически завершены. Сейчас рабочие наводят последние штрихи. Святыня сможет принять 20 тысяч человек. На строительной площадке побывал Изнаур Заурбеков. Мечеть имени Рамзана Кадырова, так ее решили назвать жители Шали, обрела свой окончательный вид. Уже сейчас можно увидеть ее красоту. Во внешней и внутренней отделке будет использоваться белый мрамор, который добывается на греческом острове Тассос. Именно он использовался в украшении пола вокруг Каабы. С мрамором здесь работает известная компания из Арабских Эмиратов. В мае 2016 года мы заказали мрамор для этой мечети. И вот с января этого года начали облицовочные работы. Ранее мы занимались облицовкой подобных объектов, но тут есть свои сложности. Мы подобрали лучших специалистов для работы с этой мечетью. Большая часть необходимого мрамора уже доставлена в республику. Каждая плита пронумерована и имеет свое место, где должна быть зафиксирована. Надир Какан – мастер по установке мрамора с 10-летним стажем. Мечеть имени Рамзана Кадырова – одна из самых крупных, где он работал. И говорит, здесь можно лучше показать свое мастерство. Мы делаем этот проект от души для всех чеченцев. Делаем все, что в наших силах, чтобы эта мечеть была одной из самых красивых во всей республике. Надеюсь, что совсем скоро жители Чечни смогут совершать здесь намаз. Приезжим специалистам в работе помогают и чеченские строители. Для них это хорошая возможность набраться опыта. Мечеть сможет принять 20 тысяч человек. Она расположена на площади больше 5 гектаров в центре Шали. К ней можно подъехать со всех сторон, где будут расположены парковки и комнаты омовения. Также территорию украсят 12 фонтанами. Украшает мечеть 4 минарета высотой 63 метра каждая и центральный купол, высота которого составляет 43 метра и диаметр 23. Минареты будут украшены белым мрамором, а центральный купол белым стеклопластиком. По словам архитекторов, ближе к лету следующего года облицовочные работы будут уже полностью завершены. Изнаур Заурбеков, Хаваджи Мунаев. Новости. В Урус-Мартане стартовал ежегодный республиканский фестиваль-конкурс парного национального танца «Нохчи-Хелхар», что в переводе означает «чеченская лезгинка». Участвуют по 10 пар из каждого района. Молодые люди представляют творческие коллективы и кружки. Подробности в сюжете Луизы Пастукаевой. Ислам Маашаев и Аишат Наурбиева приехали с Ачхомертановского района. Танцуют в местном самодеятельном коллективе уже больше 5 лет. Сегодня они переживают как никогда. Ребятам предстоит показать лучший танец среди всех участников. Я получаю большое удовольствие, когда я выхожу на сцену. Когда меня что-то расстраивает, я включаю музыку и погружаюсь в национальный танец. Я думаю продолжить свою деятельность именно в этой сфере. Это для меня очень серьезный проект, серьезный конкурс. Я в самую главную очередь надеюсь на помощь от Аллаха, вторую на себя, и надеюсь, что у меня хоть что-то получится. Решил сюда прийти в республиканский конкурс «Нохчи-Хелхар» и хотел проверить себя, занять первое место, иншаллах. Свои возможности на сцене пробуют творческие коллективы и отдельные танцоры. Всего 40 человек. Молодые таланты представляют Ачхомартановский, Сунжинский, Урус-Мартановский и Грозинский районы. Всего пройдет 3 тура конкурса. Последний состоится в конце апреля, где будут определены 3 призовых места. Ребята тщательно готовятся к каждому выступлению. Ведь здесь важна каждая деталь. Не только танцы и движения, но и как достойно и правильно носят национальный костюм. Сегодня во второй тур выйдут по 5 пар из каждого района. Основные критерии отбора – строгое соблюдение национальных традиций, культура общения, яркость исполнения, оригинальность и многое другое. Оценивают мастерство заслуженные деятели искусства Чечни и народные артисты России. В музыке сильной долей раз и три. Цух, правый,
бах, говоришь, музыкальный слух, удачи. Ошибся, исправиться, ничего. Мы отбираем на это все 3 тура, значит, именно по менталитету чеченского танца. Как она должна быть по нашим обычаям, по нашим традициям. Где-то что-то они меняют, конечно. Если первый раз они станцевали в одном направлении, и более усовершенствованы, второй раз они танцуют. Поэтому у нас есть кураторы в каждом районе. В пластике чеченского танца можно прочитать историю его культурных и нравственных традиций, говорят знатоки. Народный танец своим ярким, красочным языком, не требующим перевода, способен поведать нам о самом сокровенном и самобытном. Этот конкурс призван сохранить лучшие хореографические традиции вайнахов. كجيرنش ودون وغيلقش دوزيتر غيلق دوزر تدوخ دون دوخر دونيس خيلر كويتولش بالإنيس خيلر شالت يحكى إز مسو أغوردونا استقدونا قيوش دون نيس ويش دونا ديك كونكورس يور سون ديلا دونا بقون دون أيد لو دون دوخ تدم تبايتن بقون دل صوت شلوش دون إيش دونا شو دون ناخنا يزيل ديك كونكورس الله خونون. По словам организаторов фестиваля, современные дети охотно поступают в национальные кружки и коллективы и участвуют в подобных фестивалях. Это отличная возможность показать себя. Кроме этого, творческие состязания воспитывают у современной молодежи чувство красоты и духовности. Луиза Баснукаева, Асухар Цухаев, Зелим Закаев. Новости. Это была последняя информация к этому часу. За нашей новостной лентой вы можете следить в социальных сетях, Инстаграм и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.